Гибель народа Шуайба. Аллах Всевышний сказал: «А через некоторое время их погубило землетрясение, и остались они лежать без движения в своих домах». Как сообщается в этом аяте, этих людей поразило сильное землетрясение, и все они погибли. Аллах подверг их сразу нескольким наказаниям и обрушил на них различные бедствия, что послужило им воздаянием за их дурные качества. По воле Аллаха, там, где они жили, случилось страшное землетрясение, после которого всякое движение в этих местах прекратилось. Их также поразил вопль, после которого смолкли все голоса и накрыло своей тенью облако, из которых во все стороны сыпались искры. Более того, Аллах Всевышний упоминает о них в каждой суре, где подобное упоминание является уместным. Так, например, в суре Ограды сообщается, что мадьяниты пытались смутить пророка Аллаха и его сподвижников и угрожали им изгнанием, если те не вернуться в лоно их религии. Аллах Всевышний сказал: «А через некоторое время их погубило землетрясение, и остались они лежать без движения в своих домах». Таким образом, за попытки смутить ирджаф воздаянием послужило землетрясение, раджфа, а за попытки запугивания – страх, что соответствует данному контексту и связано с тем, о чем говорилось выше. В суре Худ упоминается о том, что мадьянитов погубил вопль, и они остались лежать без движения в своих жилищах. Причиной подобной кары послужило то, что, глумясь над пророком Аллаха и желая унизить его, они сказали ему: «Неужели твоя молитва велит тебе, чтобы мы отреклись от богов, которым поклонялись наши отцы, или перестали распоряжаться нашим имуществом, как мы того желаем? Ты ведь кроток и благоразумен». Здесь было уместно упомянуть о вопле, как о том, что могло удержать их от произнесения отвратительных слов, которые они говорили благородному, достойному доверия и красноречивому посланнику. Вот почему мадьянитов поразил не только вопль, заставивший их умолкнуть, но и землетрясение, которое навсегда успокоило их. Что же касается суры Поэты, то, как в ней упоминается, мадьянитов постигло наказание того дня, когда появилась тень, что явилось ответом на их просьбу. Аллах Всевышний сказал: «Они сказали: ты всего лишь один из околдованных, и ты всего лишь человек, подобный нам, а мы считаем, что ты определенно являешься одним из лжецов. Не низвергни же на нас кусок неба, если ты из тех, кто говорит правду». Шуайб сказал: «Мой Господь лучше всех знает о том, что вы творите». Аллах Всевышний, который является слышащим и знающим, также сказал: «Они сочли его лжецом, и поразило их наказание в тот день, когда появилась тень. Поистине, это было наказание великого дня».